А вы что-то хотели задать? Да, пожалуйста, пожалуйста. Давайте. А могли бы вы порекомментировать официальную позицию официальной Анкары по поводу Крыма, признания его российским и поддержки крымских татар? Насколько известно, вроде как Эрдоган хочет дружить с Россией, с Путиным, он там другом себя называет, а при этом продолжает заигрывать с Украиной и поддерживать там радикальные эти настроения и меджлисовских лидеров. Можно я отвечу? Угу. Но мы не должны забывать, что около 5 миллионов крымских татар проживает сегодня в Турции. И, к сожалению, за эти 25-27 лет там роль Меджлиса была колоссальной, и оно сегодня еще прослеживается, хотя с каждым днем все меньше и меньше. Должны были быть выборы, которые прошли в Турции, и Эрдоган победил. Поэтому каждый президент и интересы государства вроде бы, да, я тоже ожидал, но он официально сказал, что сегодня поддерживает позицию Украины, не поддерживает позицию России по отношению к Крыму. Но в душе я понимаю, что все нормально сегодня складывается между соседним нашим государством. И президенты всегда интересы государства вроде бы первоочередные. Но то, что сегодня РС-400 Эрдоган покупает в России, это для Соединенных Штатов Америки такой удар вы даже не можете представить. Вроде бы блок НАТО, а вооружение российское. Сегодня также поток, который строит северную и атомную станцию, которую будет строить на 30 миллиардов долларов или что, это же тоже большие показатели. Поэтому Турция сегодня экономически, политически полностью России сходятся их отношения. Вот в скором будущем, я считаю, Путин тоже должен поехать в Анкару, у них будет встреча, обратно будут говорить все. Дай Бог, чтобы с соседями всегда мы так жили. Немножко добавлю. Да, мы с вами понимаем, что турецко-российские взаимоотношения, они гладко у нас не происходят. Да? То есть мы понимаем, то есть ситуация там с самолетом была и так далее. Много примеров, которые обостряют ситуацию между двумя государствами. Да? Что касается заявления официальной Анкары по поводу Крыма, мы должны с вами понимать, что они тоже находятся под давлением США и давным-давно. Да? То есть не все так политически легко и просто. Наверное, они себе в голове понимают, что мозгами, что Крым это уже неотъемлемая часть Российской Федерации, как бы они хотели бы или не хотели бы этой ситуации. Да? Вот. Над этим вопросом, конечно, мы все вместе должны работать. Нам бы очень хотелось бы, конечно, чтобы признавали Крым российским в Турецкой Республике. Да? Мы понимаем, насколько велико давление происходит в этом вопросе. Почему? Потому что эти 5 миллионов из числа крымских татар, которые на сегодняшний день проживают в Турецкой Республике, и все общественные организации, они свое все основное и сознательное время финансировались из бюджета Госдепа. И по сей день финансируются. И по нашей информации, в 2015 году их на финансирование увеличилось в 3 раза. В 3 раза. Услышьте, пожалуйста, на риторику, та, которая должна влиять на крымско-татарские умы в Крыму и в Турецкой Республике. И, конечно, если мы с вами будем работать и стремиться к тому, чтобы не только Турция, а весь мир в скором будущем должен признать, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации.